Всем привет, вы смотрите канал «В поисках фактов». Межконтинентальная баллистическая ракета – это баллистическая ракета класса «Земля-Земля» с дальностью не менее 5500 километров, то есть с возможностью поражения целей на других континентах. Ракеты этого класса, как правило, оснащаются ядерными боевыми частями и предназначены для поражения стратегически важных объектов противника, расположенных на больших расстояниях. И сегодня мы хотим показать вам подборку из 10 самых лучших межконтинентальных баллистических ракет в мире. Поехали! Агни-5. Агни-5 – это индийская межконтинентальная баллистическая ракета, разработанная Организацией оборонных исследований и разработок. Она относится к классу баллистических ракет Агни, что означает «огонь» на хинди. Разработка началась в 2007 году, как дальнейшее развитие баллистической ракеты средней дальности Агни-3. Ракета Агни-5 имеет дальность полета более 5000 километров и может нести от 3 до 10 независимых ядерных боеголовок. Каждая боеголовка может быть назначена для поражения различных целей, расположенных в сотнях километров друг от друга. Некоторые эксперты считают, что эта ракета может достигать дальности 8000 километров. Вполне вероятно, что правительство Индии намеренно преуменьшило возможности ракеты, чтобы не вызывать беспокойства у других стран. Агни-5 может быть установлен на пусковом транспортном средстве. Это 140-тонный 30-метровый семиосный прицеп, запряженный трехосным грузовым автомобилем Volvo. Контейнер изготовлен из стального сплава и обеспечивает полностью воздухонепроницаемую атмосферу для сохранения ракеты в течение многих лет. Р-30 «Булава». «Булава» – российская твердотопливная баллистическая ракета комплекса Д-30 для размещения на подводных лодках проекта 955 «Борей». В июне 2018 года ракета «Булава» была принята на вооружение ВМФ РФ по результатам успешных испытаний. Считается, что установка нового ракетного комплекса на лодке проекта «Борей» восстановила изменившийся баланс сил в российской ядерной триаде. Российская «Булава» морского базирования способна уничтожить целые города на территории Соединенных Штатов. У ракеты большой радиус действия в 8000 километров, а нести она может от 6 до 10 гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения. При этом мощность каждого из них составляет 150 килотонн. Боеголовки способны преодолевать системы противоракетной обороны, в том числе за счет использования макетов ловушек. В то же время российские субмарины несут до 16 таких ракет, и одна подводная лодка полным залпом может уничтожить 72 цели размером с город. Тополь-М. Тополь-М – это ракетный комплекс стратегического назначения, работы над созданием которого начинались еще в советский период, но доводка и серийное производство производились уже российскими предприятиями. Тополь-М – первый образец межконтинентальной баллистической ракеты, созданной уже после распада СССР. Сегодня на вооружении российской армии стоят ракетные комплексы шахтного и мобильного базирования. Тополь-М стал результатом модернизации советского стратегического ракетного комплекса «Тополь», превосходя своего предшественника практически по всем основным характеристикам. В настоящее время Тополь-М составляет основу российских ракетных войск стратегического назначения. Основой мобильного и стационарного ракетного комплекса Тополь-М является межконтинентальная баллистическая ракета 15Ж-65. Она имеет 3 ступени и ступень разведения боевых блоков. Все они оснащены твердотопливными двигателями. Максимальная дальность полета ракеты составляет 11 тысяч километров. Ракета комплекса оснащена совершенной системой преодоления системы противоракетной обороны, что значительно снижает вероятность поражения боевых блоков. DF-41. DF-41 – китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, предназначенная для доставки ядерных зарядов.
Предполагается, что она имеет дальность 12 тысяч километров и несет разделяющуюся головную часть, содержащую до 10 боевых блоков. Проект начал разрабатываться в 1980-х годах и сейчас, вероятно, сопряжен с программой Дзюйлан-2, которая является подводной версией той же ракеты. Военные эксперты ожидали, что ракета DF-41 будет представлена на национальном параде в 2009 году. Однако впервые была показана только на параде в честь 70-летия КНР 1 октября 2019 года в Пекине. Состоит на вооружении 2-го артиллерийского корпуса Народно-освободительной армии Китая. Эта ракета имеет внутреннюю навигационную систему с обновленной спутниковой навигацией Бэйдоу. Она может попадать в цель с точностью до 150 метров или, возможно, даже более точно. Ракета DF-41 в чем-то сопоставима с российским Тополь-М, но уступает ей по многим показателям, в том числе по возможностям преодоления систем ПРО противника. Тем не менее, китаец способен достичь территории США в течение получаса, если полетит через Северный полюс, и чуть больше времени, если траектория полета пройдет через акваторию Тихого океана. М-51. М-51 – новейшая французская твердотопливная баллистическая ракета, размещаемая на подводных лодках. Проектные работы над этой ракетой начались в 1992 году, и она была впервые развернута в 2010. Эти ракеты базируются на французских подводных лодках класса Le Triomphant. Диапазон действия М-51 составляет 10 тысяч километров с уменьшенной полезной нагрузкой и 8 тысяч километров с полной полезной нагрузкой. Такой дальности достаточно, чтобы нанести удар по большинству районов Китая, России и США. Каждая ракета несет 6-10 боеголовок, которые могут быть нацелены независимо друг от друга. Каждая имеет мощность 107 килотонн. Кроме того, ракета несет средства проникновения, чтобы преодолеть вражеские средства ПВО. Более новая версия этой ракеты, которая появилась в 2015 году, М-51.2, несет гораздо более мощные боеголовки с мощностью 150 килотонн. Франция эксплуатирует 4 подводные лодки класса Le Triomphant, каждая из них несет по 16 баллистических ракет. Таким образом, в общей сложности 64 ракеты готовы к использованию. Р-29 лайнер. ВМФ России в 2014 году приняли на вооружение новую баллистическую ракету подводных лодок Р-21 лайнер. Ей планируется оснащать стратегические атомные подводные лодки проекта 667 БДРМ «Дельфин». Лайнер представляет собой модификацию ракеты «Синева». В новой ракете предусмотрена возможность комбинирования боевой нагрузки. В частности, головная часть Р-29 может быть оснащена 8 или 10 боевыми блоками малой мощности или 4 блоками средней мощности. При этом боевые блоки могут быть установлены одновременно с комплексом средств преодоления систем противоракетной обороны. Максимальная дальность полета ракеты составляет 11,5 тысяч километров. Ракетный комплекс «Лайнер» позволяет осуществлять залповые и одиночные пуски ракет при движении на глубинах до 55 метров и на скорости до 7 узлов. Благодаря оснащению подлодок проекта «Дельфина» ракетами «Лайнер», их срок службы будет продлен по меньшей мере до 2030 года. Возможность переделки «Синевы» в «Лайнер» оценивается в 40-60 миллионов рублей, в зависимости от состояния ракеты. Минитмен-3. Минитмен-3 – американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства Минитмен. Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года. Является ближайшим аналогом легкой баллистической ракеты РТ-2, более известной как Тополь, но в отличие от Тополя не имеет ракетовозов и запускается только из бункера. На данный момент военно-воздушные силы США держат на дежурстве 450 межконтинентальных ракет Минитмен-3. Это оружие развернуто на 3 базах в Вайоминге, Северной Дакоте и Монтане. Согласно официально опубликованным данным, ракета может доставлять боевые блоки на дальность до 13 тысяч километров.
При этом более точные сведения о дальности стрельбы засекречены, вследствие чего нередко появляются предположения о возможности полета на большие расстояния. Последние модернизации позволили довести круговое вероятное отклонение до 180-200 метров. Мощность боевых блоков существующих типов достигает 350 килотонн. 26 апреля 2017 года на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии состоялся испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-III. Запуск прошел успешно. Дальность полета составила 6500 километров. РС-24 «Ярс». «Ярс» – российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники. Является модификацией ракетного комплекса «Тополь-М». В перспективе должна заменить межконтинентальную баллистическую ракету УР-100Н и составить вместе с «Тополем-М» основу ударной группировки ракетных войск стратегического назначения РФ. Межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс» создана для поражения важных военно-промышленных центров противника. Максимальная дальность ее полета составляет 12 тысяч километров. «Ярс» может доставить в район поражения от 3 до 6 боевых блоков мощностью до 300 килотонн каждый. Навигационная система «Ярса» обеспечивает ему высокую точность поражения цели. По заявлению командующего российскими ракетными войсками стратегического назначения, на конец 2019 года они получили более 150 пусковых установок комплекса «Ярс» в стационарном, шахтном и подвижном грунтовом вариантах базирования и приступили к их эксплуатации. Р-36М2 «Воевода». Ракетный комплекс Р-36М2 «Воевода» 4-го поколения с многоцелевой межконтинентальной ракетой тяжелого класса 15А-18М разработан в конструкторском бюро «Южное» в соответствии с тактико-техническими требованиями Министерства обороны СССР. Комплекс «Воевода» создан в результате реализации проекта совершенствования комплекса стратегического назначения тяжелого класса Р-36М и предназначен для поражения всех видов целей, защищенных современными средствами противоракетной обороны, в любых условиях боевого применения, в том числе при многократном ядерном воздействии по позиционному району. Гарантированный ответный удар. Ракета Р-36М2 имеет дальность полета 11 тысяч километров и до 40 средств проникновения. Поэтому его ядерные боеголовки трудно перехватить системами ПВО. Несмотря на то, что это не самая точная ракета, она в полной мере справляется со своей полезной нагрузкой. Некоторые источники сообщают, что одна такая ракета может полностью уничтожить до 3 крупных штатов США. В настоящее время ракетные войска стратегического назначения России имеют в общей сложности 58 ракет Р-36М2. Трайдент-2. Трайдент-2 – американская трехступенчатая баллистическая ракета 4-го поколения, предназначенная для запуска с атомных подводных ракетоносцев. Разработана Lockheed Martin Space Systems. Вместе с ракетой Трайдент-1 является частью ракетного комплекса Трайдент. В 1990 году принята на вооружение ВМС США, в 1995 ВМФ Великобритании. Ракета имеет максимальную дальность 11 300 километров и обладает разделяющейся главной частью с 14 блоками индивидуального наведения, оснащенными термоядерными зарядами мощностью по 475 килотонн каждый. Благодаря высокой точности ракета способна эффективно поражать малоразмерные высокозащищенные цели, углубленные бункеры и шахтные пусковые установки. Носителями ракет ВМС США являются подводные лодки типа «Огайо», каждая из которых вооружена 24 ракетами. Они устанавливаются в шахты субмарин при выходе на боевое дежурство. После возвращения с боевого дежурства ракеты выгружаются с лодки и перемещаются в специальное хранилище.
На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Пишите в комментарии, какая из ракет вам понравилась больше всего. А также ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые крутые и интересные выпуски.